вами Салтанат Кулибердиева, и я рада снова вас приветствовать на канале «Вкусный Дамду Тести Кыргызстан». Я продолжаю свои походы в гости с видеорецептами. Сегодня мы будем воспроизводить видеорецепт, присланный нам из города Баткен бабушкой Арзыкан апа. Сегодня Арзыкан апа поделится старинными методами приготовления хлеба, к которому наши предки относились с большим почтением. Хлеб был не просто едой, он играл огромную роль в традиционном образе жизни. У некоторых народов, в том числе и у нас, даже существовала клятва «Нанурсун». Дословно можно перевести как «пусть хлеб меня ударит» или «хлебом клянусь». Однако сейчас данная фраза уже потеряла свою значимость, ею разбрасываются направо и налево, не придавая ей никакого смысла. Кстати, в гости я еду к Марал Джейнбековой, которая вернулась в Кыргызстан, чтобы внести свой вклад в развитие отечественной экономики. В качестве гостинцев я взяла вкусняшки от наших региональных производителей. Здравствуйте. Всем привет еще раз. Мы сегодня в гостях у Марал Джейнбековой. Еще раз здравствуйте, Марал. Здравствуйте, Салтанат. Очень приятно, что вы к нам сегодня в гости пришли. Спасибо вам большое, что вы нас приняли. В общем, мы постараемся сегодня испечь хлеб по старинному методу. А что из этого получится, увидите сами. Какие ваши ожидания, Марал? Ну, для меня это как новый челлендж, потому что я первый раз по такому рецепту готовлю. Мы обычно по обычному методу готовим, а именно по рецепту бабушки вот из Баткена, да, это первый раз, поэтому прям в предвкушении. Но хлеб вы готовили до этого? Да. Обычный хлеб? Да, обычно вы готовили в духовке? Да, в духовке. В духовке, ага. Да. Ну что, сейчас посмотрим, послушаем, да? Там же раньше же не было духовки, поэтому наши бабушки все это делали не совсем простым способом. Давайте сначала мы послушаем, да. И дальше продолжим, да, наш разговор. Бүгүн мен Кыргыздын унутулуп кетип аткан баалуу бирок эң жөнөкөй тамактары жөнүндө айтып кетмекчимин. Түндүктү үчтүк диалектикасы боюнча алганда бул жупка, чабаты, калдай деген атка ээ болгон бул кандай тамак, ошолор жөнүндө түшүндүрүп бермекчимин. Кадимкидей эле камырды эле жасайбыз, сууга эле кичине туз салып эле, сууга эле кадимкидей биз мына манты жасагандай эле камырды жууруп алып, анан өтө мындай суюк да болбош керек да, өтө катуу да болбош керек камыр. Кадимкидей эле эч нерсе кошпой эле суудан башка, туздан башка камыр жасап алып, камырды кичине тыныктырып коюп, анан кийин аны кичинеден эле ушул кичине ушунча тоголоктоп таштап кое беребиз дагы, аны ар бирин өзүнчө жаябыз. Жайганда мына нандын көлөмүндөй, же болбосо ушунан кичинерээк болушу мүмкүн, калдай. Анан кийин аны биз очокко же болбосо үй шартында мына газга кылса деле болот. Газга кадимки эле казандарды коюп алып, казанга эч нерсе куйбайбыз. Өзүн салып, жайып пышырабыз. Баягы ысык казанга мындай ар жери кызарып, кызылыраак болуп бир жагы бүткөндөн кийин экинчи жагын оодарабыз. Экинчи жагында пышырып алып туруп, аны бул жакка таштап кое беребиз. Бул жактан дагы ошол баягы кайра кийинкисин салып, ушинтип алмаштырып, анан биринин үстүнө бирин кое беребиз пышкандарын. Анан бул пышканда бул азыр биз муну жөн эле кандай десем, кургак эле бышырдык да. Эч нерсе керек эмес буга. Биз майда сүрткөн жокпуз буга. Камырына деле эч нерсе кошподук. Бул эң оңой оокат. Бул оокат илгертен бери көчмөн элинде кыргыздар көчмөн болгондугу үчүн бул биринчиден көпкө чейин сакталат. Мөөнөтү.
мөөнөтө эч нерсе болбойт. Жакшы кургатып коюп койсо эч нерсе болбойт. Экинчиден бул баягы алыс жолго чыккан мергенчилерби же алыс сапарга чыккандарбы же жайлоодо көчүп жүргөндө баягы эми мындай бир шарттары туура келбеген мезгилдерде баягы чайга же болбосо жанагы мал союлганда шорполорго салып ичишкен муну. Туурап, кадимкидей эле туурап. Бул биринчиден эң ток тутат, экинчиден тоюмдуу болот. Үчүнчүдөн бул тоодо болобу, же болбосо ошо кайерде сапарда болобу, каалаган мезгилде ачып, ысык суу менен деле, ысык сууга деле, баягы кайнак сууга деле неме болуп, шашылышта деле баягы эч канча убакыт кетпейт да. Муну ошентип даярдап, ошентип тамактанып келишкен биздин кыргыздар. Катып тура берет, эч нерсе болбойт. 1 жыл деле турат бул. Эчне баягы калдай чабатылар. Ну, вроде кажется, прям все так легко, да? Ну вот на практике это посмотрим, насколько это легко. Да, Марал? Давайте начнем. Начнёмте. Вот видите, мы взяли 500 граммов муки взяли. Первый сорт, да? Да. Да, это первый сорт. Первый сорт. Ага. Делаем тесто, как мы обычно делаем на манты, да? На манты. Используем минимальное количество ингредиентов. Получается соль, вода и мука. Все. Да. И давайте попробуем приготовить тесто. Да. Давайте. Наше тесто готово. Сейчас мы оставим на несколько минут. Да, а пока мы поговорим с нашей гостьей, узнаем о ее успехах. В общем, я о вас, знаете, Марал, узнала совершенно случайно, когда пролистывала статьи разного рода. Там такая была интересная статья о вас, о том, что у вас было очень много возможностей работать за рубежом, да, вы там отучились несколько лет, но все равно решили вернуться в Кыргызстан. И мне стало интересно, что вас подвигло, да, вернуться и вообще какие у вас планы здесь? Немножечко можете о себе рассказать? Да, конечно. Я, наверное, даже больше скажу. У меня была 5-летняя виза в Штаты. Я вот в 2015-м ее получила и ни разу не съездила. Мне вот все говорили, поедь, съезди, но я не стала, потому что я знала, если я туда поеду, то я точно, наверное, не вернусь. Поэтому я не стала ездить. Я осталась тут. Вы сами знаете, какая вот нестабильная ситуация в наших близлежащих странах. И если мы не будем сильной, да, то есть изнутри, то есть развивать свою страну, делать какие-то, выходить на какой-то новый уровень, а кто это будет делать? Именно молодежь. А если вот лучшие умы будут уезжать, то кто этим будет заниматься, да? Поэтому я как бы изначально хотела и до сих пор хочу именно остаться в Кыргызстане и развивать именно Кыргызстан. Я нигде так не сильно не кручу, но я вот истинный, настоящий патриот нашей страны, да? Потому что я очень хочу, чтобы мы как бы были независимой, сильной и экономически, и культурно развитой страной Центральной Азии. Какую профессию получали? Вы работали в международных еще организациях, да? Какие там для вас перспективы открывались, но вам пришлось от них отказаться, да? Я вообще закончила 11 класс в селе Мырзаке, это Ошская область, Узгенский район. Закончив 11 класс, я вернулась в Бишкек, приехала в Бишкек и отучилась в Американском университете Центральной Азии на профессии европоведения. И как раз таки по профессии я начала работать в международной организации с 3-го курса еще начиная, ООН женщины, да. Я объездила вплоть до Баткена, до границ Кулунду, села Махсад. В Вашем мы ездили в самый отдаленный Алайку, даже там мы проекты реализовывали и как-то помогали. Получается, в Кыргызстане, да, вы работали? Да, в Кыргызстане работала, развивала, можно так сказать, какой-то свой вклад сделала в развитие нашей молодежи, а именно девушек, молодых девушек. Мы их обучали, с ними работали, как-то на английском это говорится empower, да,
продвигали их возможности и давали как бы им больше уверенности, как-то их оснащали навыками, знаниями, чтобы они в будущем не просто уехали работать в миграцию, да, в Россию, а где-то, может быть, здесь, на высокооплачиваемой работе, могли развиваться и как бы построить достойное будущее, а не выходить рано замуж только от безысходности. Мы проводили по всей стране глубинные интервью. Это очень огромное количество, это база данных мы собирали. В течение года это все происходило. Тоже очень колоссальный опыт был. На основе этих находок мы потом реализовывали проекты. За рубежом вы где именно учились, да? В Норвегии училась. В Норвегии. Да, в Норвегии училась. Получается, у нас... Там магистратуру? Да, обучала. Себе магистра получала? Да. Конечно, были возможности остаться там, но я как бы приняла решение, что нет, я лучше приеду в Кыргызстан. А какую специализацию вы там получали? Экономика. Экономика. Да, экономика. Магистр я получала экономики. Да, это же было грантовое, да, обучение? Да, грантовое обучение. Нам выдавали там стипендию, мы получали стипендию. Ни в чем почти что себе не отказывали. Очень отличный был этот Norwegian Life Science University назывался. Очень потрясающий университет, потрясающий кампус, еще более красивая природа. Вот они в первозданном ее виде смогли сохранить. Что вы имеете в виду под первозданным видом? То есть там ты едешь, поля, леса, ну, фьорды, да, вот у них, они вот там ничего не застраивают, они не вырубают свои деревья, то есть даже кампус, в котором мы жили, там 70% было все озеленено, да, и там, где мы жили, буквально рядом с нашим кампусом, там были поля, и они туда весной, мы как раз успели весной сажали разные культуру какую-то. Поэтому мы когда жили в комнате, у нас прям от удобрений комната прям пахла, да, то есть настолько они прям близко живут с этими полями, там и работают, там и учатся. Если бы в нашем случае у нас же все университеты, они вот более в таких больших городах, редко встретишь, да, где в лесах могут построить кампус, да. В их случае прям в лесу построили кампус, университет. И как бы вот я не знаю, ты выходишь, там лес маленький, смотришь направо, там поле, идешь вперед, там сам университет, то есть, понимаете, да, настолько у них как бы все зеленое. Уже сколько времени прошло, как вы приехали? Чем вы сейчас занимаетесь? Приехала я уже, наверное, 3 года прошло, 3,5 года даже. Как только я приехала, я я как бы до этого хотела, но именно вот приехав с Норвегии, я поняла, что я точно буду двигаться в сфере бизнеса, да, сектора, и начала производство и продажу бутилированной воды. Но был такой момент, что я, приехав сюда, еще полгода работала на старой работе, то есть по проекту тоже. Мы по расширению прав возможностей экономических, да, GPRV проект назывался, там полгода поработала, и только там, отработав, я в 2019 начала реализацию своего проекта. Начала с партнером. У нас были, можно так сказать, не самые лучшие условия для реализации, потому что как бы капитала не было, да, не было, как бы сказать, состоятельных родителей, которые могли бы дать деньги, сказать: морал, давай, ты можешь реализовывать. Да и знаний в бизнесе абсолютно не было, потому что я только работала в проектах международных, то есть проектные только знания были. Поэтому было очень тяжело. И еще, как назло, был момент ковида в 2020-м. Просто нереально. Я уже в какой-то момент думала, неужели у меня не получится, да? Но, конечно, я не сдавалась. Все пробовала, мы уходили в минус, мы, как бы сказать, несколько раз в минус уходили и банкротились, становились банкротами. И мне кажется, если бы не моя
не мое сильное желание именно заниматься производством воды, то мне кажется, я бы давным-давно сдалась и перестала бы этим заниматься. Вы с кем-то, да, этот бизнес делаете? Нет, сейчас нет. До этого, да. Вот именно вот недавно только мы разошлись с партнером, потому что у нас различался подход к методу, да. То есть я хотела именно привозить родниковую воду, именно как бы делать упор на это. Тогда как мой партнер, он хотел просто из-под крана фильтровать и сильно не переживать за качество воды. Поэтому нам пришлось разойтись, и я пошла как бы своим путем, уже как бы именно разливая родниковую воду. У нас есть продажи, у нас есть своя база клиентов. Вот у нас тоже реструктуризация была, тоже я вот недавно только тоже мы снова заново как бы с изменениями начали и уже развозим по клиентам. Конечно же, у нас не такие большие масштабы. Но в планах все-таки Конечно. выйти на всю республику, Конечно, да? конечно. Я думаю, вы еще обо мне услышите. Как называется марка ваша? Бугу. Это вот такое животное, которое вот оно священное, и особенно вот я знаю, в Иссык-Кульской области она вот считается прародительницей всего, поэтому вот она символ нашей страны, да, что вот как бы сказать, символ природы, чистоты, красоты, поэтому именно вот ассоциация с Бугу хотелось бы, и поэтому мы выбрали Бугу. Вас зовут Марал. Тоже интересное имя, да? Очень друг друга дополняете. Это на самом деле, да, как многие спрашивают, есть ли связь. На самом деле, да, потому что как бы я изначально, как бы с самых ранних лет меня звали Марал, и я знаю, что это как бы очень грациозное, красивое как бы животное, которое занесено в Красную книгу. Да, да. И когда я вот думала, какое название придумать, и я сразу, не думая, взяла Бугу, потому что как бы это животное, которое... Да, я люблю, и почему бы нет. Я знаю, это звучит как-то глупо, но у меня такое, что я бы больше хотела как бы снабжать водой хорошей, природной, именно нашу страну, да, то есть наш город, нашу страну, и потому что как бы водные ресурсы, они ограничены, а там рынок экспорта, он огромный, поэтому как бы вообще, если бы у меня был бы выбор, и у меня бы не стоял вопрос заработка, да, допустим, каких-то средств, а большие средства, конечно, в экспорте, я бы не выходила бы на экспорт, и лучше бы эту воду как бы разливала тут для наших жителей. Но так как мы не благотворительная организация, да, мы должны зарабатывать деньги, это как бы зарабатывание денег в бизнесе, это как одно из, это даже не конечная цель, это просто, мы просто должны, да, то есть это условия существования. Поэтому один из выходов зарабатывания больших денег — это выход на экспорт. Поэтому на экспорт это 100%. Вот в ближайшие годы, куда буйырса, я вот планирую выйти на экспорт. Удачи вам, Марал. Спасибо. Надеюсь, у вас все получится. Да. Вот в начале пути я буду это, наверное, вспоминать. Ой, мы как-то начинали этот. Вот, и когда разрастемся на большие эти, тогда, может, еще раз встретимся. Да, конечно. Мы не сомневаемся в том, что у вас все получится. Сейчас давайте мы вернемся к нашему тесту. Оно, наверное, уже приготовилось, да? Да.
таких простых ингредиентов, да, просто мука, вода и соль. И это все мы замесили, тесто сделали, простояло, и просто раскатали, и просто в сухую сковородку, без ничего, мы просто, можно так сказать, обжарили. И у нас так неплохо получается. Да. Сейчас у нас вот вторая лепешка готовится. Вот пока готовится вторая лепешка, у нас есть второй видеорецепт. Тоже из этого же теста делается хлеб, другая разновидность хлеба. Давайте послушаем второй видеорецепт и попробуем тоже воспроизвести его. Жукка кандай болуп бышырылат? Жукка деле ошондой эле болот, бирок мунун бышырылышы башкачараак. Мунун себеби мына биз жана айттык, биринчи баягы камырды баягыдай кылып жууруп алабыз. Туз менен де суу кетет. Жууруп алгандан кийин камыр өтө суюк эмес, өтө каттуу, өтө жумшак эмес болуш керек, орточо. Аны баягыдай эле майдалап баягы эле чабатынын өзүндөй калтайдын өзүндөй кылып эле жайып алабыз дагы. Анан кийин мунун бир жагын бышырып бүткөндө ошол экинчи жагындагы биринчи казанга салганды муну деле ошондой эле казанга салабыз, казанды кызытабыз. Мисалы үчүн мына бир жагын мынандай кылганда казан жагы пышат. Мына бул жак бети түбү пышат да, анан одарып алабыз мындай. Пышкан жагын одарып, экинчи жагын бышырыш үчүн экинчи жагы бышып атат, а бул жагына май сүртөбүз. Кандай май сүртөбүз? Буга жаңы тартылган каймак, баягы сепаратордон чыгарган, сүт машинадан чыгарылган каймак же болбосо сары май. Ошол майлар гана пайдаланат. Мисалы үчүн тоң майлар, койдун майы, эчкинин майы, же болбосо жана уйдун майлары болбойт буга. Катып калат да неме болуп. Буга эң жакшысы каймак менен, жаңы тартылган каймак менен сары май жакшы болот. Анан мына эгерде биз мына биринчисин бир жагын бышырып алып, мындай оодарып, буягына каймакты сүртүп, кайра бул жагын оодарып туруп, буягына да каймак сүртөбүз, май сүртөбүз. Анан кийин бул быштыбы, бышкандан кийин мына экинчисин коебуз. Экинчисин муну мындай кылганда, мындай оодарып алабыз дагы, мынтип ушинтип эки жактарын тең майлап бышыра беребиз дагы. Бирин үстүнө бирин коюп бышырып, бул 10-15ти бирдей кылып бышырып алса болот. Бир бышырганда, ал берки чабаты калдайды улам бирден алып бияка чыгарып коюп атабыз го. А муну болсо кабат кылып эле бышыра бериш керек да. Биринин үстүнө бул жагына коюп, май сүртүп, кайра үстүнө коюп эле биринин үстүнө бирин неме кылып. Анан муну жегенде дагы биз бала чагыбызда апам өзү бизге жасап берет эле, анан бизге да үйрөткөн да. как классно. Это интереснее, да? У нас, наверное, прям многоэтажки не получится. Да. Мы, наверное, попробуем из 3-4, да, лепешек? Да, можем сделать. Давайте попробуем из 3 слоев сделать. Давайте. Одну часть мы просто без масла обжарим, Да. потом мы ее перевернем и намажем маслом. каймаком. Да. Маслом. Получается, сметаной. Свежей, да, я сказала? Да, свежая. Домашняя. Вот видите, свежая Домашняя сметана. Есть, классно. Так, у нас вот первая лепешка готова. Оказывается, легко, достаточно это делается. Готово, да? Да. Ой! Пока можем выключить, да? Да. Наши первые лепешки приготовились, такие прикольные. Наверное, вкусные еще будут. Из пресного теста. Вот теперь будем смотреть ваши дальнейшие видео и смотреть, какие еще рецепты у вас есть. Знаете, вот так чуть-чуть сделать, чтобы она легла. 10-15 штук надо вот так вот, да?
говорит, не убирать вот это. Не убирать. Да. Просто каждую часть намазывать. Вот раньше мы вот так кушали, знаете, когда новый хлеб Да, 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 с да, да. этим Да. сармаем. Вы знали, есть такой еда, когда горячий хлеб сармай. Да, да, я очень люблю, да. Как же она называлась? Видите, мы настолько уже Мы забываем наши... забываем наши собственные традиции. Не говорите. Я уже вот не помню, как это называется. Ну хотя вот тандыри готовила моя мама, Мгм. и вот эту тандырную горячую лепешку она делила на маленькие кусочки, добавляла сармай, аралаштырып. Так вкусно, мы тоже это кушали. Да. Вот. Я вспомнила, вот сейчас я вспомнила. Потому что Этот запах, из-за запаха, да. Мгм. То есть вот этот запах вас отбросил в детство. Да. Как в Как фильме... мы могли это забыть? Даже название забыли, видите? Буквально это было сколько, 10 лет назад, уже забыли. Здесь просто мы не можем через видео передать запах, какая здесь атмосфера, да, царит. Да. Действительно, этот запах нас переносит в наше прошлое, в наше детство. Да. Каждый слой мы вот так обмазываем. Приготовилась, обмазываем. Приготовилась, обмазываем. Раз. Смотрите, что это. Это вот калдай в таком виде и джубка. Как вы видите, визуально наши лепешки отличаются. Сейчас будем пробовать на вкус. Возможно, на вкус тоже они будут отличаться, потому что здесь все-таки есть сметана, а здесь ее нет. Очень вкусно. Вкусно, Очень да? вкусно, да. Ой, еще такая горячая. Сметанистая, да? Вкусно? Вкусно? Пресное тесто. Вообще там ничего нету. Но зато за счет сметаны Такой шикарный вкус. Вкусно очень. очень вкусно. Мне Вот это вот понравилось. реально вкусно. Сейчас будем пробовать Вторую, да? вторую лепешку, которая у нас. Давайте. Так, у нас. Тоже хорошая. Да, но суховато немножко. Шалатно? Суховато. Ну, это понятно, потому что здесь ничего. Но как нам Арзакана поговорила, что Как добавка. такую лепешку, да, они используют как добавку. То есть они добавляли в бульон, там, горячий чай, да. Мне кажется, да, вот именно как добавка она прям очень хорошо Да. подходит. Она чем-то напоминает лаваш, да? Да. Конечно, она Ну, другая. Ну, Но вот мне лаваши тоже мы легко можем кушать, Да. да? И эту тоже я бы вот просто сесть, и вот как чипсы, да, кушать. Да. Зачем кириешки покупать, да? Вот, можно реально детишкам приготовить снеки из вот такого. Диетическая, да? Потому Да. что здесь нету дрожжей, Потому что она такая тоненькая, во-первых, да? маргарина. Да. Если она полностью будет высушена, будет прям пресно, Мне очень понравилось. как снэк. Да. Такая, ничего лишнего, да? Мне кажется, даже бабушка вот была права в том, что такой хлеб они очень долго хранили. То есть, в принципе, у такого хлеба срок годности будет намного выше, чем у такого. У нас получилось, да, по рецепту? По рецепту, кстати, да, я очень боялась того, что у нас не получится, потому что когда Арзакан апа рассказывала, казалось так прям таким сложным, да, вот этот процесс. Но на практике, в принципе, Оказалось, не так-то тяжело, не да? так тяжело. Да. И главное, очень... По самым базовым ингредиентам, да? Получилось.
Очень вкусно получился хлеб. Да. Вот кто бы мог подумать, да, 15 лет назад мы вроде каждый день его кушали, а сейчас мы даже не знаем, как готовить. И классно, что вот наша Арсхан Апа напомнила, и мы салтанат попробовали это воспроизвести. Получилось шикарно. Кстати, у нас есть еще третий вариант приготовления хлеба из этой же муки. Но учитывая то, что мы находимся в многоэтажном доме, да, многоквартирном, очень сложно это воспроизвести, поэтому давайте мы просто послушаем. Может быть, если вы живете в таких условиях, в частных домах, да, где есть учёк, возможно, вы захотите это воспроизвести. А Арсхан Апа с удовольствием поделилась вот этим третьим вариантом приготовления хлеба. Каламанан же болбосо очок нан деп коебуз бизде. Ошол жөнүндө бир аз түшүндүрүп берейин. Эми бизде нандын түрү көп. Тандыр нан бар, казан нан бар, ар кандай патир нандар бар. Нандын өтө көп түрлөрү бар. Анан ошонун ичинен кыргыз эли мурдатан эле колдонуп келген калама нан, очок нан жөнүндө айтып берейин. Бул кандай жасалат? Бул очок нан кадимки эле сүткө, каймак алынбаган майлуу сүткө, май бар сүткө жасалат, камыр жасалат, кадимкидей эле. Эми камыр алып туруп, анан кийин казандын түбүнө, анан кийин кадимкидей баягы нандай кылып туруп жабыштырабыз казанга. Казанга жабыштырганда ал камыр жабышып калат да, казанга жабышып калганда аны мындай кактап туруп кичине очоктон алып көмөрүп, анан кийин берки бетин да кичине кактап катырып алабыз. Эгерде биз очокту мындай кылып жасаган болсок, мына мисалы үчүн мындай очок деп коелу, мына жерде от күйүп аткан болсо, мынантип эле мына. Мынандай кылып, мына ушинтип эле, мына ушинтип казанда, биринчи бул казандан чыгарып алдык да. Казандын мынягын мына казан очокто турганда, мына жагы катат нандын. Кийин казаны менен мынандай көмөрөбүз очокко. Көмөргөндө экинчи бети бушат. Экинчи бети бушат. Кийин анан кийин казандан чыгарып алдык. Кепкир менен чыгарып алдык. Алып туруп казаны жок бышырабыз мына. Кайры кызарды, кайры аппак боюнча калды. Ошондон бирдей кылып, мына эки бетин тең мынантип туруп, неме кылып бышыра берет. Ошондо кыпкызыл анан кийин мындай бир азыр муну биз жаштарга мындай көп үйрөтпөй атабыз. Бирок биз көчмөндөр оюнунда мен көрдүм. Өтө жакшы сапатта бышырган илгерки байбичелерден баягы мунун жасалуу ыкмаларын сурап, анан кийин ошолордун жанында туруп, өзүбүз көрүп, анан кийин ошолордун бышыргандан кийинки даамын көрүп биз таң калдык да. Надо это тоже повторить. Надо повторить, когда условия будут, да, соответствующие. Да. К чему мы пришли, Марал? Вот что вы для себя извлекли? Я за то, чтобы вот наши, как бы, можно сказать, древние рецепты наших бабушек, прабабушек сохранялись, передавались и воспроизводились, и чтобы мы как бы не забывали своих корней, то есть ценили нашу культуру свою, не поддавались всей той культуре, которая к нам приходит извне, а постарались сохранить нашу собственную. Поэтому вы большая молодец. Я очень рада, что поучаствовала в этом проекте. Мы приготовили, у нас получилось вроде бы все возможно, оказывается, и погрузились, можно так сказать, в детство. А кто бы мог подумать, мы буквально 15 лет назад это кушали, а сейчас уже забыли. И вот сегодня мы снова вспомнили. Так что спасибо вам. И Арсхан Апашке тоже. Да, очень благодарна Арсхан Апаше за то, что она уделила время и поделилась своими знаниями уникальными, да, традиционными знаниями. В целом я рада, что вам все понравилось. Для того, чтобы воспроизводить, требуется очень много усилий, времени. Удачи вам, Марал! Спасибо! Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск был очень полезным для всех вас. Мы очень благодарны за ваше время. Спасибо, что были с нами в течение всего выпуска. С вами были Салтанат Кудайбердиева и Марал Джейнбекова. Поддержите канал подпиской, лайками, оставляйте свои комментарии под видео. Всем пока! Пока-пока!
Пока-пока.